Ну да, куда мне до тебя? Что я, рисованный человечек со смешным голосом против тебя, настоящего. Твой опыт и интеллект делают тебя чуть ли не богом, и все мои мысли вслух однозначно не дотягивают до изысканий твоего пытливого ума. Все, что я тут бормочу, ты бы сказал и лучше, и умнее, но оно тебе не надо. Можно просто выразить свою гражданскую позицию кнопкой «Мне нравится» или непрошибаемым комментом «И чё?». И заметь, никто не посмеет даже упрекнуть тебя в диалектическом релятивизме. Но в этом уж точно не упрекнет никто. Наверное, круто быть тобой. Жил на свете один учитель. Он был настолько велик, что люди даже не понимали, чему у него можно учиться. Говорили, что когда-то он был сказочно богатым и влиятельным бизнесменом, но со временем отказался от мирской суеты, так как постиг истинную суть. И вот один, самый смелый искатель, пришел к нему и говорит: «О, великий учитель! Я разочарован в мире, он насквозь пуст. Открой мне видение сути!» Тогда учитель отвечал: Окей, я дам тебе истинные знания. Только будь другом, принеси мне такой механизм, который умеет... Такой, смотри-ка, маленьким кнопочки нажимаешь, например, и учитель прошептал что-то искателю на ухо. Тот обрадовался и побежал на рынок за механизмом. Но у кого он не спрашивал, никто не знал о нем. Искателю было, неловко возвращаться с пустыми руками, поэтому он отправился в другой город, потом в другой, дальше, но нигде о таком механизме не слыхали. Спустя много лет искатель, а теперь бизнесмен, владеющий заводами по производству разных устройств, вернулся туда, где впервые услышал о редком механизме. За ним ехал целый обоз, груженный удивительной техникой. Искатель был доволен собой. Он сам разработал и произвел то, чего прежде никогда не было, и теперь был достоин учения о сути, верно? Но хижина учителя была пуста. Искатель опоздал на главный урок своей жизни. Тогда он приказал раздать все устройства горожанам и сам поселился в хижине учителя. Но вскоре к нему пришли новые искатели и спросили: «О, великий учитель, что нужно сделать, чтобы постигнуть суть вещей?» Учитель улыбнулся. Окей, я скажу вам, только принесите мне такую маленькую штучку, которая вращается. И он что-то прошептал искателям на ухо. Ну что, послушал сказочку? И чё?